шумит идет? Чё? Мам, где Патя? Патя? А что Пате надо делать? А где подъюбник? Где подъюбник, папа? Где подъюбник? Сейчас принесет. Давай, тащи. Один. Будешь ты. Что? Что это? Это Патя. Это платье? Да. Красивое. Так красивая. Красиво. Красиво? Ты где? Иди сюда. Патя. Кто там? Кто там? Ку-ку. А кто там? Дома. Ты дома? Да? Ничего себе, классный у тебя дом. Так, не мять, все. Это было, наверное, чуть ниже, да? Нормально, нет, нормально. Смотрите, начали двигаться. Здрасте. Спасибо. Там плакат. Саша, это определенно твой год. Год крысы, да? А какой год сейчас? Крысы? Год крысы сейчас, да. Там не полагай. Встань, Василий, посмотри. Раз, два, три, четыре.
Вы знали, да, без закона такие некоторые магазины, типа Магатекс крупные, они запретили продажу белых и красных тканей. Но перестали поставлять где-то первая неделя сентября, ткани уже было не добыть. Вот в опте, я имею в виду. В магазинах, да, что-то распродавали, поэтому хорошие ребята не из Минска нашли и привозили нам, не из Минска причем. Как коротко ответить на вопрос, чей флаг? На бытовом уровне. Да, на чей бытовом флаг? Вот как коротко пояснить, что... В 1917 году. Национальный белорусский стяг, якому уже больше за 100 год. И больше старожитного стягу, чем гэты, у белорусов нема. Ну, есть еще гістарычны стяг з пагонью чырвоны, так? Але як нацыянальны сцяг, ну, это было створено вот именно как национальный стяг. До речі, я хочу, как вы еще раз разумели. Практично все национальные стяги створались. Ну, это белорусский национальный стяг по таким. Весь досвід узникнення держави. Ну, у наш сучасний період, найновших історій нашій. Именно так белорусской, так? Там может быть разный термин використовувати. Вот то, что называется белорусский период истории. Все практики створення держави пов'язані з цим стягом. БНР, як спроба державного будівництва, возникає під цим стягом. Потім 91 год. Декларація незалежності, створення держави суверенної, незалежної і державної інституту. Вони так само відбувалися під цим стягом. Розумієте? Ми маємо дві виразних у 20 столітті, в самому початку, в самому кінці, дві виразних спроби, ну, я так розумію, все-таки поспіхових, створення власної держави. І вони відбувалися під цим стягом. Розумієте? Свободу полит заключенных! Свободу полит заключенных! Свободу полит заключенных! Скажи, я воин. Ты воин? Нет? А кто? Бэтмен. Да. Да, ты Бэтмен? Паш. Я дикой. У него плащ. Я дикой. Мама. Я дикой. Дядя. Это плащ. Паш. А ты герой? Нет, не герой. Пентик. Герой. Пентик. Паш. Кулятика. Гулика. Паш. Что ж ты сразу платье не одел? Или тебе это позже пришло? Тогда не знала, что так можно. А как вообще оно дошло вот это вот? Кто придумал-то? Мы пошли на первый митинг с мужем, большой, воскресный.
Мы ходили, и вот тогда же было очень много БЧБ флагов. Вот эти огромные, помните, такие были Да, флаги? да, длиннющие. Просто вот там эти на километре. И я такая смотрю, и потом после этого митинга начала эта истерика, начали с балконов снимать флаги, там везде, вот это все. Я смотрю, думаю, что за херня, и думаю, как вот, и это же такая опасность, у тебя вот флаг, они начали проверять сумки тогда, там типа в ГУМ, когда заходишь. Рюкзаки, все вот это. Доставать оттуда флаги, я думаю, как вот это так сделать? Ты возьмешь флаг, большие начали, конфисковали большие флаги тогда. Как это вот так сделать, чтобы... Не конфисковали. Надо самой, думаю, стать флагом. Как вот вы с меня это платье сдерете? Никак. Да, было четкое понимание, что чем ярче ты говоришь, ярче ты, тем громче это звучит, понимаешь? То есть просто представьте, что мы бы ходили, решили все затихариться, и без флага, вообще без опознавательных знаков приходили серой толпой. Это понятно. голоса, которые шепчут, говорят, мы как бы против чуть-чуть. А голоса людей, которые делают это вот так, вот громко, ярко, они звучат громче, они, грубо говоря, ведут остальных. В данной ситуации просто я, честно говоря, волнуюсь очень сильно, чтобы они не начали тебя как... Вот ты, знаешь, ты знаковая фигура, определенно знаковая фигура, потому что вот сейчас зайди на городе, да, вот в воскресенье выйди, у любого спроси про девушку в белом платье, знаешь? И все знают, и все знают про тебя. И вот это, понимаешь, ты, титульная страница. Вот и смотри, и они, для них... чтобы не произошло показательной казни, понимаешь, они же могут это сделать. показательной казни не будет. Я имею в виду, лупят 15 по барабану, Да, что маленькие то, что ее могут это убрать можно, с улицы. это возможно. То, что с улицы... Это, давайте так сразу, это возможно, если они захотят это сделать, они меня могут забрать прям с марша. Вот прицельно, вот эту надо взять. Да не с марша, они даже сейчас себя могут забрать. Даже сейчас дома могут забрать. Потому что мы это не контролируем. Мы улыбаемся и машем. Так а что тебе инкриминирует? По статьям, там все посещение митингов. И получается 3 даты. То есть все одно и то же. Одно и то же, и все. Просто разных дат. И они каждую дату подвязали, да? Да, то есть у них на каждую дату есть фото, моя видеофильм, а это с твоих и свои техарские, соцсетей со из своих? моих соцсетей, и техарские есть. Но у меня же гораздо больше в моем блоге митингов, информации про митингов. Есть один аргумент, который может заставить меня уехать. Если сюда ко мне начнут ходить органы опеки и повесят угрозу, что у меня заберут детей. Еще раз повторяю, это киперная лента. Что вы делаете? Бело-красный на задницу. Так что, давайте весь свет запретим бело-красный. Это киперная лента, стандартная лента. У нас знаки есть бело-красные, их тоже будем запрещать? Хорошо. Я хожу, здесь не было этого дерьма. У меня изъяли платье вчера. У меня забрали платье мое, и они мне его не вернули, приобщили его к делу.
Почему его сняли наполовину? Я так понимаю, его не все ободрали. Его пришли, ободрали как-то не до конца. Белое, белое, красное, красное, белое. А даже... Как-то ему смотрит, как Блин, так интересно, никого нету. Никому. Ты там тише. Нет никого. Позвонить. Подъедут быстро. Самые быстрые ноги. Всего боятся. Опа-на. Я испугалась. Что это было? Короче, подходит ко мне охранник из Беларуси, мы с ним нормально общаемся. Кинотеатр, да? Нет, универмаг. Ну. И он мне говорит, а ты знаешь, что ты есть в базе? Я говорю, в какой нафиг базе? Я даже эту историю не знала. Все, кто покупает белую и красную ткань, их фоткают с камеры наблюдения. Серьезно? Да. И это делают во всех государственных магазинах. Ну, типа ГУМ, ЦУМ, Беларусь. Может быть. Кирмаши. Да. Такая замечательная, увлекательная история. Поэтому я каждый раз... А если я платье себе делаю, блин, белое? Все равно. Самое время платье. А если я шарф делаю? Ну вот это болезнь на самом деле. Говорят, у нас что за это, у них что? Но на всякий случай я покупаю белую ткань в одном магазине, красную во втором. Чтобы вообще ничего не было видно. Мне кажется, это самое красивое сердце, которое вы делали. Оно, видишь, оно такое кругленькое, чего Крима. Супер. Вот туда еще неплохо. Мама пойдет на марш, ты с бабушкой посидишь, ладно? Нет. Что, пойдем в садик? Нет, я А что, лучше с бабушкой? Лети и спать. Ну как спать? Ты не будешь? Чего? Не могу. Капец. А я буду. Так а что, это вы в Минске автозаке покатились? Как обычно, да? Это ужасное состояние. Выходим просто на центр своего района. А страшно так, как будто я иду на Горном Карабахе отстаивать право на родину. Почему-то все время так работает. Выученная беспомощность, выученный страх уже появился. Все время. Мне кажется, вот это состояние не бояться белорусы будут ценить по-новому абсолютно. Наверное, так, как ценили когда-то наши дедушки и бабушки после войны очень долго. Не бояться. Можно не бояться. Еще у нас вместо «абы не было войны», у нас были «абы не было Лукашенки». Или ОМОН, или что-нибудь, чего там. Да. Да. Никитка, а ты не боишься? Кого? Кого-нибудь? Кого ты боишься? Никого. Никого? А чего мне кого-то бояться? Ну, мало ли, я спрашиваю, вдруг. А в школе кого-нибудь боишься? Нет. Нет? А учителя, например, или директора? А чего мне бояться? Да? У тебя права есть? Ну да. Какие, расскажи? Ну, я обращаюсь так, как они со мной обращаются. Будут ругать, и ты их, правильно?
Так, вот тут черный слив какой-то. Дашка, а ты что? Как ты? В депрессии я полной вообще. Ничего не хочу. Смотри, Даша, зато когда-нибудь мы здесь все встретимся свободно, сядем в автобус со своими флагами, поедем в город и ничего не будем бояться. Это точно. Никогда больше. Нормально, я за шарики не переживаю, а бы дубинка не пролетела. Забудь это. Это я была здесь. А вот видите, здесь два пальчика вверх поднятых, это ж платье, вот оно, красное, видите, замазали просто белым. Мы гуляем. Мы гуляем. Честные выборы! Честные выборы! Честные выборы! Честные выборы! Когда-нибудь будут. Я в режиме в горы, покоряю вершину. Это наш сокол! Это наш сокол! Это наш сокол! Берем детей. Свадебные платья еще не знали таких испытаний. А то, как вещдок забрали. Ну? Да. Орудие массового поражения. Да. Как платье твое встречали? Ну классно, все пофоткались. Уже все, кто хотел. Да? Ну, типа новое платье, говорит, надыбала. Где, почем? Весь женский разговор. Где брать? Где брать, да. Что там с этими лыжниками вчера? Да, вообще офигенно. Всех забрали. А это что? Что забрали? Почему забрали? Да, блин, вообще, потому что якобы все были в БЧБ и все. Форма Просто БЧБ неутвержденная. Ну, наверное, кто-то был с флагом. Я не знаю, ну сам факт, что, блин, лыжников взяли. Это капец, конечно, вообще. Я не знаю вообще.
Ребята, так, задача такая, быстренько все отрепетировать и отснять, пока в парке никого нет. Окей, ну, в принципе, можем тогда тренироваться. Давайте начнем, наверное, с Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лево. Вправо. По кругу. Вправо. Лево. По кругу. Крутимся сами. Ну, отлично было. Да. Я кого видел, все хорошо. На махах мы вот так держим или поехали? На махах держим вот так или вот так? Нет, давайте так, ребят. Будет рука полностью у нас выпрямлена, потому что это наша гордость, да, наш флаг. Поэтому машем на вытянутую руку. Полностью. Окей, поехали. Сразу с движений. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вниз, вниз, вверх, вверх. Пам, пам. Тук, тук, тук. Так. Сейчас в парке уже будет очень много людей. У нас осталось, наверное, максимум минут 10. Давайте закругляться. Да капец, уже светло, там собачники уже пошли. Там мужик 2 раза мимо нас уже ходил. Предлагаю лозунг. Мы победим. Спасибо. Победим. Все, начинаем. Не, наверное, флаги не должны бежать. Не, ну может вот так вниз из земли или из земли. Но обычные сигареты я курю вообще капец, когда вот жизнь дно. Они горькие, вонючие, они перебивают. Хватит ныть. Не буду. Что не будешь ты? Хорошо, сиди там. Капец. Тебе больше стойки не нужна, ты стучку Нет. потащи. Егорик, ну пожалуйста, ты понимаешь, маме нет. Ну поплачь. Ну так и поедем, как бомжи. Так. 2-1-1. Егорик, точно готов путешествовать, да? Мама. Отстань, я занята. Мам. Ну надо дописать мне. Понимаешь? Папа, у тебя есть вайбер? Сиську надо потрогать? Да. Потрогал? Полегчало? Да. Иди спускайся, одевай сапожки уже. Мама сейчас тоже спускается. Мама. Ну тут еще.
Все. Мама, это свет. Что? Включить свет? Так лучше? Да. Все, пора ехать, Егор. Давай, на выход. Так. Вниз положила? Все, да. Наизнанку вернула? Да. Умница. Да? Да. Так, все это взяла. Пойдем? Все, я тебя люблю. Ты добрая. Победим. Все. Счастливо доехать. Я надеюсь, там спишь. 2 месяца. 2 месяца. Может, раньше. Да? Не знаю. А ты как чувствуешь? Не скажу. О, смотри, опять на деревьях нарисовали. Стяг мой червоний,